комфорт. Значит, это в силе в любом бизнесе, и в этом нашем. Самое важное – переступить зону комфорта. Takže ja som tú zónu komfortu prekročil v tom, že som stál pred bankou. Значит, я переступил эту зону комфорта так, что я стоял перед банком. Nie raz. Не один раз. Pravidelne. Регулярно. A v rôznych mestách. И в разных городах. A mám z toho dodnes klientov, До сегодня у меня клиенты из этого источника, o ktorých sa dlhodobo starám. которые делают постоянный сервис. A keď mi dnes kolegovia na Slovensku hovoria, Если мне сегодня мои коллеги в Словакии говорят, ale ja nemám s kým pracovať, но мне не с кем работать, moji spolužiaci ma odmietli, мои одноклассники меня послали, moja rodina mi neverí, моя семья, никто мне не, моей семье мне никто не верит. tak im vždy poviem tento príbeh, ako som začínal. Я им всегда скажу, это как я начинал. A každý jeden z nás má tú možnosť zobrať si papier, И любого из нас есть эта возможность взять бумажку, vyrobiť si anketu a pýtať sa ľudí na ulici. сделать анкету и спрашивать людей на улице. A málo kto to urobí. Takmer nikto. Но только редко это кто-то сделает. Почти никто. A netreba na to kapitál. На это не нужны деньги. Stačí pero, papier. Да, бумажка и ручка. Takže úspech v našom biznise nie je podmienený nejakými hmotnými, či mám kapitál, či mám rodinu, či mám zázemie, kamarátov veľa, či poznám veľa ľudí, alebo som komunikatívny. Успех в нашей работе это не зависит от того, если у меня есть деньги, если я, скажем, сильно коммуникабельный, если у меня большая семья или что-то другое. Úspech je závislý od toho, či som ochotný ísť za hranicu komfortu. Значит, успех зависим от того, если я способен переступить зону комфорта. A okrem toho, že som získal veľa klientov, Кроме того, что я таким способом получил много клиентов, tak som sa naučil rozprávať. я как раз научился говорить, общаться. Mnohí kolegovia, keď prídu ku nám na školenie, Много из моих новых коллег, которые приходят на семинары, a sedia a počúvajú tak, ako počúvate vy teraz, и сидят и слушают меня, так как вы слушаете сейчас, tak potom prídu za mnou a hovoria mi, že ty máš dar reči, ty vieš tak dobre komunikovať. и они мне говорят: о, у тебя классно, у тебя дар от Бога, что ты умеешь так хорошо говорить, ты знаешь так хорошо вести коммуникацию. Ale ja som sa to naučil aj vďaka tomu, že som bol ochotný komunikovať s inými ľuďmi. Но это выучил и благодаря тому, что я общался с этими людьми. A na to mám jednu takú fotografiu. На этом